Дмитрию Борисовичу Березину. Уважаемые ветераны, уважаемые приглашенные, сегодня действительно большое событие, к которому мы шли 2 года. И в своем выступлении я хотел бы сегодня напомнить, как все начиналось, и пригласить рядом со мной Бориса Ивановича Захарова, когда он пришел 2 года назад и говорит: Дмитрий Борисович, у меня есть замечательная идея, и я знаю, что мы с вами, Господь Бог, поможет нам ее воплотить в жизнь. Я предлагаю поставить памятник героям, павшим во всех войнах, не только в Великой Отечественной войне, но во всех войнах, героям-медикам, которые сражались на полях сражений. Я говорю: Борис Иванович, даже не сомневаюсь, что это случится. И вот спустя 2 года это случилось. Были приложены большие усилия со стороны нашей врачебной ассоциации. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги, я вижу здесь наших главных врачей. Большой в лепту, я сегодня не буду сознательно озвучивать суммы, те, которые мы собрали для постройства памятника. Нам помогли наши спонсоры, и, конечно же, это Сбербанк России в лице управляющего Андрея Владимировича Пушкарева, за что ему отдельное спасибо. Это, конечно же, все те активные граждане, кто нас поддержали. Конечно же, администрация главы Сергей Анатольевич и администрация города Сыктывкара. Все, кто нас поддержал. Но еще раз говорю, идейный вдохновитель – это Захаров Борис Иванович. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Я искренне надеюсь, что около этого памятника всегда будут лежать живые цветы. Я искренне верю, что каждый руководитель медицинской организации сочтет своим долгом, чтобы это было так. Я уверен, что это место будет тем местом патриотического, действительно не высоких слов, а действительно патриотического воспитания всех наших молодых людей, ну и в первую очередь тех, которые решили отдать свою жизнь нашей профессии. Поэтому еще раз всем огромное спасибо, поздравления, праздником. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял активное участие в сооружении этого памятника. На сегодня мы смотрим на этот памятник. Девушка, медицинский работник и солдат, который нас спасает. По существу это икона в камне. Это дух нашего народа, он воплощен именно в камне. И за спиной как раз камень. То есть Россия, она крепка и вечна, как камень. Россия наша – это Вселенная. Поэтому, я думаю, мы все примем участие в том, что это будет сооружение всегда чисто, всегда спокойно. Эти скамейки сделаны такие, чтобы могли люди посидеть, подумать, чтобы здесь не было ни курева, ни алкоголя, чтобы здесь всегда была чистота. Поэтому я также призываю наших студентов, чтобы они всегда относились к этому памятнику как к святому месту. Спасибо всем, дорогие товарищи.